Инновационные технологии в образовании, новое время и новые подходы. Именно этой теме посвящена вторая научно-практическая конференция ПИПШ в Министерстве просвещения. Главной целью является обмен опытом с зарубежными коллегами и, безусловно, улучшение системы образования в республике. Цель, соответственно, повышение уровня квалификации наших педагогов, обсуждение различных проблем, связанных с системой образования современности. Поэтому главная цель в этом, чтобы мы модернизировали систему образования, двигались в ногу со временем, и использовали опыт других стран. Среди участников онлайн-конференции ведущие специалисты в области образования Абхазии и России, а также педагоги из всех районов республики. Как отмечает Инал Габлия, помимо беседы участникам представится возможность поучаствовать в интерактивной игре с получением приза. Она нацелена на наших педагогов, директоров, всех работников системы управления образования, высшего, среднего и профессионального образования. Очень много у нас именитых сегодня будет ученых, педагогов, практиков. И все активные участники получат сертификаты нашей конференции. Самый первый, кто пришлет слово, во всех презентациях будет зашифровано слово, надо будет собрать пазл, получит подарок от нашего, соответственно, от Апсотур, от наших друзей из Апсотур, тур по Абхазии. Онлайн-конференцию открыл министр просвещения и языковой политики Инал Габлия с темой «Коучинговые технологии в учебном процессе». В своем докладе министр ссылается на 5 принципов известного американского психотерапевта Милтона Эриксона, которые смело могут быть применены и в сфере образования. Принцип изменения не только возможен, но и неизбежен. То есть мы, как педагоги, можем помочь нашим детям поверить в то, что и быть уверенным, что изменения, они всегда есть. Скажем, например, сегодня ребенок учится плохо, но у него есть все возможности для того, чтобы улучшить свою успеваемость, или найти тот предмет, который у него лучше получается при поступлении, уже при окончании школы. То есть изменения, они всегда есть. И они возможны, и наша задача им содействовать, этим позитивным изменениям, педагогу в первую очередь. И этот принцип, он как раз заложен в коучинговом подходе. Когда работает коуч со своим клиентом, этот принцип, он из него изначально исходит. А в образовании это, конечно же, тоже применимо на 100%. То есть мы обучаем детей для чего? Чтобы они менялись к лучшему. Мы их воспитываем, обучаем как раз с этой целью. Следующим свой доклад на тему «Современные технологии организации обучения. Практика применения новых возможностей» представила профессор Московского педагогического государственного университета Марина Вайндорф-Сысоева. Мы должны для себя понять, что дистанционное образование – это не образование, это способ коммуникации. Это очень важно, потому что когда говорят о том, что оно плохое, в этот момент нет понимания, что это только коммуникация. Тот учитель, тот преподаватель, который отлично работал в обычных условиях, потому что сейчас уже непонятно, что традиционное, но обычные, очные, глаза в классе. Тот учитель хорошо работает и когда использует современные технологии. Другой же вопрос, что надо понять, как эти технологии использовать, как их использовать в целях обучения, как сделать, чтобы они были всем приятны и понятны. Проблемы образования и пути решения проблем в этой области в первый день конференции обсудили 12 докладчиков. Научно-практическая конференция будет проходить на протяжении 3 дней до 25 марта. Виола Барганджа, Срыква Гухава, Абазатова.